Дуглас, 7 минут, пожалуйста. Благодарю, очень рада играть, что вы что-то начинали. Спасибо за речь. Сейчас мне бы хотелось изначально, эту резолюцию можно интерпретировать в двух разных видах. Да? Первое, в принципе, мы убираем как таковое гражданство и делаем вот такой вот, то есть мы называем это по-прежнему гражданством, но просто фактически даем людям вид на жительство. Да? То есть сейчас на 5 лет тебе дают вид на жительство в Казахстане, потом на 5 лет вид на жительство где-то и так далее. То есть мы по-прежнему называем это гражданство, насколько как я поняла, но просто принижаем его значимость, принижаем, в принципе, то, что назначило для нас, и совсем меняем этот таковой концепт. Либо же мы просто разрешаем вот это что-то важное для нас сейчас как гражданство очень значительно менять, но мы понимаем, что такой момент происходить не будет. Почему? Потому что, как уже было сказано, это достаточно будет легко меняться при простом переезде, если ты не являешься психом или преступником. И сегодня в своей речи я буду доказывать, почему вот этот институт гражданства и непосредственно привязки к какой-то стране важен для всех нас, и почему нам необходимо его сохранять. Я сегодня буду также, хотелось бы начать, наверное, с того, что мы понимаем, и в принципе, наверное, то, о чем хотела поговорить Даурен, о том, что существует какая-то определенная лотерея рождения. Что, несправедливо, что вот мы родились в Казахстане, а кто-то родился в Швейцарии. И действительно, зачастую это является таким одним из основных аргументов в многих дебатных раундах, но мы понимаем, что эта лотерея рождения несправедлива изначально при рождении самого какого-то определенного гражданина или ребенка как такового. Она несправедлива, когда ты как младенец не выбираешь, где родиться. Но мы верим, что впоследствии твоего формирования ты уже не становишься тем чистым младенцем, которому не повезло или повезло родиться где-то. Ты формируешься, исходя из общества, которое было вокруг тебя, исходя из законов, которым ты следовал, исходя из обязательств, которые перед тобой были, и прав, которые тебе предоставляли. Это все формирует человека как такового, и это все формирует гражданина, потому что сегодня мы понимаем, что мало кто из нас бы выжил, в принципе, со своими человеческими правами как таковыми, и для нас сейчас, для наши гражданские права зачастую играют все больше превысшую роль, потому что мы, в принципе, привыкли к тому, что наши человеческие права будут защищаться везде. И данный наш концепт как какого-то гражданина, возможно, нам сейчас кажется не таким уж важным, не таким уж заметным, но на самом деле то, что формирует нас как человека, как такового, и то, чем мы не должны сегодня пренебрегать, я расскажу немножечко позже почему. Мы сегодня говорим о том, что, в принципе, непосредственно данный паспорт, данная какая-то определенная привязка, она дает, во-первых, зачастую, не всегда, но патриотизм в той или иной степени и твою какую-то дает тебе какое-то определенное навязанное или свое собственное обязательство перед обществом, которое ты каким-то образом пытаешься, которое обязывает тебе либо, грубо говоря, выплачивать налоги в данную страну и делать какие-то определенные выплаты, даже если ты переехал в другую страну, и вкладывать каким-то образом в развитие своего государства, даже увеличивая его, валовый продукт, то есть национальный, да, продукт. Или действительно, когда вот этот паспорт, как для Маяковского, для тебя значит очень многое, и именно там из-за этого паспорта ты действительно становишься патриотом, действительно хочешь вкладываться в эту страну. И я сегодня говорю, что в этом нет ничего плохого, потому что сегодня данный определенный патриотизм или данное какое-то обязательство и твоя, возможно, косвенная привязка к какой-то стране заставляет тебя развивать данное общество и развивать его самостоятельно, а не с помощью каких-то определенных развитых стран и так далее и тому подобное. Сегодня кейс Даурена строится на том, что мы будем создавать гражданина мира. Но почему это не будет происходить? Потому что он сегодня не создает мировое правительство, он не создает, не знаю, много-много просто местных управлений, где будут одинаковые законы, но просто там сейчас это регулирует условно Севара, а вот в этой стране регулирует Баушан, но все одинаково, потому что мы граждане мира. Нет, сегодня по-прежнему в Саудовской Аравии будут оставаться жесткие законы шариата, все время по-прежнему в Казахстане будет оставаться автократия и так далее и тому подобное. И сегодня я не понимаю, почему нынешней мотивации развитых стран развивать данное какое-то определенное развивающие государства недостаточно, потому что они уже испытывают огромное количество проблем просто с мигрантами, просто с беженцами, просто с какими-то там, не знаю, очагами, там, не знаю, болезни, терроризма и всего прочего и прочего, и это уже достаточная мотивация на данный момент. Но как таковой концепции гражданина мира не будет оставаться, потому что только я перееду в условную
Россию, потому что мне тут будет лучше и комфортнее, я буду ассоциировать себя как гражданин России, и вот какой-то концепт гражданина мира мне это не создаст, и это не создаст массово. В то время как если есть люди, которые не воспринимают это гражданство как таковое каким-то глобальным, они сейчас могут себя таким ассоциировать. Более того, мы сегодня говорим о том, что это, наоборот, может отталкивать определенных людей, ездить куда-то и как раз-таки развивать, помогать и что-либо делать. Почему? То, что дает мне гражданство прежде всего сейчас, это защита моих интересов, где бы я ни находился. Даже если я как казахстанец сейчас уеду в условную, там, не знаю, какую-нибудь там, африканскую страну, и со мной что-то там не произойдет, я знаю, что моя страна обязательно заплатит за меня выкуп, привезет меня, я не знаю, если меня захватят какие-нибудь там террористы, сделает, будет защищать мои интересы, где бы я сейчас ни находился. И сегодня это, в принципе, и сегодня я переезжаю в какую-то определенную другую страну, рискую, что поехав на какое-то время в Казахстан поработать на Назарбаев университете, сегодня я попаду под законы данной авторитарной страны, и я больше никогда не поеду ни в Казахстан, ни в Африку на какое-то хотя бы 2-летнее, 5-летнее постоянное место жительства, для того, чтобы действительно помогать и действительно делать какую-то работу. А мы понимаем, что это действительно сейчас очень критично важно. Того, если рассматривать эту глобальную клэш, который у нас сейчас образовался, Даурен говорит, что единственная вот мотивация делать мир и какие-то определенные развивающиеся страны сейчас лучше, это то, что развитые захотят сдерживать определенный поток, теперь уже не просто беженцев, мигрантов, а поток новых граждан. Но я сегодня говорю, что помогать развивать данные страны, развивать данных людей, данное общество должны, прежде всего, люди сами. И то, что будет помогать людям делать это либо, какие-то навязанные обязанности, которым я не вижу ничего плохого, потому что они обязаны этому обществу, за то, что они сделали их такими, какие они есть. И второе, это то, что элементарно какие-то определенные приезжие люди, которые приезжают сюда, помогают, например, зачастую своим 5-летним, 10-летним работой волонтерской организации на территории Афганистана. И я, как, например, условная гражданка Великобритании, вообще не боюсь приехать туда, как Анджелина Джоли не боюсь приехать туда, потому что я уверена, что в крайнем случае мое гражданство, моя страна США заберет меня и спасет меня и защитит мои права. Сегодня же я не буду в этом уверена и потеряю полную мотивацию кому-то помогать. Спасибо. Спасибо большое. Время на подготовку. Минуту.